Уже прошло, значит, больше года, как мы в штабе запустили проект в связи с предстоящей переписью населения. Еще год назад мы придумали такой, значит, будет ревизионный контролирующий орган от штаба татар. Он будет касаться все республики России, все округа. Если на местах будут какие-то допущены нарушения, непонятные мнения непонятных людей, если будут какие-то там главы администрации, сельских поселений, директора школ, участковые милиционеры, где-то, значит, объяснять, что надо так писать на местах, то, конечно, все эти сигналы штаб татар будет анализировать, принимать к действию через интернет-пространство, через наш ресурс, через письма руководству. Мы все эти недостатки будем сразу в корне искоренять. Все должны в графе «национальность» написать себя так, как они есть. И никакое мнение, значит, пишите так, пишите по-другому, мы это допустить не можем. Что касается нас, татар, значит, у нас много мишары есть православные татары, у нас много совместных браков. И что вот болезненный вопрос у нас, касающийся нашей Москвы, то, что многие не знают татарского языка. Многие уже православие приняли здесь, в Москве. Конечно, мы стараемся со всеми разговаривать. У нас в штабе каждой такой акции мы обратились набрать вокруг себя 20 человек. Это родственники, это соседи, эти друзья, это коллеги по работе. Мы со всеми уже в течение года ведем эту работу, чтобы, значит, в графе «нация» все татары должны написать «татарин». И ни одного татарина мы не должны потерять в этой переписи населения. Her bir Tatar kişisi eğer de Tatar oyalmasın, Tatarca söyleşsin, hem de atsın что min Tatar и bizden nasyonu керек көтәргәт. Чөнки ул икенче бара, руслардан соң безнеке татарлар икенче местода бара. Обязательно керек килегез, участвуйте и оялмагыз татарларыгыздан и сөйләгез татарча, бер каяда оялмагыз. Торговый центр булсын, заведение булсын, бер кашам да үзара оялмагыз, обязательно сөйләгез. Үз татарларыгызны күтәрегез. Без өстән должны башыбызны төшереп йөрмәскә тиеш, күтәреп йөрергә, шундый гордый йөрергә, что действительно и атергә кирәк. Мин татар. Шулай әйтелә. Мин тоже белән соглашусь, перепись обязательно кирәк. Нәк дисәң, татарларны бер сүз әйтәләр. Любой сайт аргакер уке татарлар әз. На самом деле татарлар Мәскәүдә бик күп. Кая барсаң да безнең елышларда да бу шул штабта күрсәтә, Рөстәм Фаизовичның штабы күрсәтә, что татарлар бик күп. Төрле сферада татарлар бар. Государство, то есть телевидениеда татарларны бер сүз әйтәләр, якобы алар. Шул перепистан действительно күренер күпме татарларыбыз күп. Я считаю, что, конечно же, нужно ставить обязательно, что ты татарка. Все-таки у нас такая большая страна, и даже у нас мы второе же, да, место занимаем. Вот русские, да, потом татары, а потом уже другие национальности. И это очень важный момент, то что, конечно же, каждая нация, она по-своему хороша, да, у всех там есть свои какие-то традиции, да, там, скажем так. И у татар действительно очень много известных людей. Я считаю, что обязательно каждый татарин, каждая татарка должна оставить, что она татарка. Это обязательно, потому что все-таки мы должны гордиться своей нацией. Я горжусь, что я татарка. Мне нравится, что я татарка. Я хочу, чтобы в будущем, например, мои дети также гордились, что они татары. Я хочу, чтобы сейчас родители, скажем так, учили своих детей куда-то, чтобы они тоже ходили, да, чтобы они видели, как настолько, чтобы они видели, что татары это как будто бы вот отдельно, да, мы ценим свои традиции, мы ценим свою культуру. Ну, как я отношусь к переписи? Перепись нужна, потому что как это в любой стране, это как какие-то статистические данные, но я тоже, конечно, хотел бы, чтобы была графа татарин, то есть как бы я себя воспринимаю именно так. И, наверное, напишу так. Перепись населения, конечно, очень важный вопрос. В графе национальности я поставлю татарка. А в штабе вообще очень нравится, в первую очередь, сайт. Я слежу, и очень хорошо, качественно сделан. Также по возможности стараюсь посещать мероприятия
все очень нравится. Хотел бы всем напомнить, что в этом году нас ожидает перепись населения, и в графе «национальность» я обязательно поставлю слово «татарин», потому что я горжусь своей национальностью, своей малой родиной, своими друзьями, своими родственниками, своим родным языком. Спасибо. На переписи населения я поставлю графу «татарин», потому что корни у меня все чистокровного татарина. Соответственно, я татарин, да, это важно. Не стесняюсь и, наоборот, в какой-то степени горжусь своей нацией. Когда я был юношей, еще не шагнувшим на тропу жизни, у меня был паспорт. Я учился в школе, это были 70-е годы, и в моем паспорте 5-я графа гордо красовалась словом «татарин». Но, как известно, позже национальности в нашей стране, замечательно во всех отношениях в стране, отменили, и теперь мы просто дорогие россияне, как говорил ушедший в небытие президент Ельцин. Грядет перепись населения, подготовка к ней уже идет полным ходом, и люди с блокнотами, либо люди, обменивающиеся в соцсетях, либо по интернету, при опросе будут писать свою национальность. Скажу без пафоса, нам важен каждый татарин. Не только штабу, в котором я сейчас нахожусь, в замечательном месте, где человек чувствует себя защищенным и в то же время одухотворенным. Не только в штабе. Времена меняются, какие-то национальности исчезают с лица земли, появляются новые, неизвестные национальности. Ничего плохого не сказать об американцах, но эта нация вряд ли насчитывает 400 лет. Не было никаких американцев ранее. Сейчас это гордые янки, которые прижимают во время гимна руку к сердцу. И это хорошо, патриотизм, в этом нет ничего плохого. Я о том, что мы живем в огромном мегаполисе по имени Москва, и здесь очень много татар. В том числе здесь много татар, которые ищут, может быть, пару себе. Татар, которые разрознены. Татар, которые хотели бы пообщаться, попеть свои дорогие песни. Замечу в скобках, что Татарстан в Казани живет 1,5 миллиона, а остальные 7 миллионов из разных районов. И это здорово, это сохранение традиций, это сохранение культуры, сохранение песен и сохранение умения печь замечательную выпечку, беляши, эшпишмаки, ват-балиш. Много блюд вкуснейших, не оторваться, располнеть, они вкусны. Молодые люди, которые хотят найти себе друга, либо подругу жизни навсегда, мне кажется, должны искать среди своих. Я знаю, что небезызвестный нам Адольф Гитлер свою немецкую нацию очищал от остальных, но это неправильно. Если нация очищена от других наций, нация вырождается, она становится, как в Японии, докуда не долетает ни одна птица и ни одно семя. Люди, прямо скажем, невысокие и внешностью красиво не отличаются, хотя мы для них тоже не красавцы. Это просто в скобках. Но татарская нация, проживающая тем более на территории в центре России, не боюсь сказать именно так, было много войн, набегов, захватов в плен, и настолько уже устоявшийся иммунитет, настолько устоявшаяся эта нация, настолько устоявшиеся древние корни. Мы помним Ивана Грозного, который прошел с мечом. Можно прийти в татарскую деревню, где Света Иванова не будет знать ни слова по-русски. Среди моих друзей есть замечательный один академик, профессор, у которого жуткий татарский акцент, но он не знает ни слова по-татарски. Но и Света Иванова татарка, и оговоренный выше мною бывший мой одногруппник тоже татары. Мы все татары в душе. И следует, как мне кажется, сохранить татарскую нацию. Во время переписи населения ничего сложного написать несколько букв «татарин». Этим мы поможем татарам штаба Москвы, этим мы поможем татарской нации, этим мы сохраним самобытность. Признать, что татарин, в этом нет ничего плохого. Это не времена космополитизма, когда еврею говорили:
либо ты отказываешься от своего отца, либо ты увольняешься из института, либо ты отчислен из института. И люди были вынуждены брать фамилии отцов, допустим, Юлиан Семенович Семенов. При уважении к отцу взял так себе фамилию. У татар все проще. Имена красивые, фамилии звучные, есть ханские, есть дворянские фамилии. Будем нести свет татар, будем сохранять наши песни, будем сохранять традиции, будем татарами. Удачи вам, татары, татарки и те, кто хочет стать татарином, и те, кто в душе себя ощущает татарином. А молодые люди и девушки, добро пожаловать! Здесь часто проходят молодежные вечера, где люди находят себе свою половину. Ведь люди, как разорванные снимки, ждут свои вторые половинки, как пел мой друг Слава Ковалев. Приходите сюда, ищите половинки и будьте татарами.